Не чихать на свое здоровье. В погоне за последними лучами солнца легко поймать первую простуду. На выходных солнце еще будет выглядывать из-за облаков, а вот с понедельника тучи затянут небо полностью. Осеннюю хандру синоптики, впрочем, советуют отложить на потом. То, что было в первой половине сентября, не было бабьим летом. Оно, оказывается, еще впереди. Надвигающиеся холода можно почувствовать уже сейчас. Уличные кафешки пустеют. Большинство предпочитают греться в закрытых помещениях. Мерзнуть мало кто хочет, а уж заболеть тем более. Поэтому в ход идет старый добрый заварной кофе. Как ты видишь, я вот оделся прям не по сезону. Ну, вернее, куртка в машине, а вот так вот уже ходить в ней тепло, без нее немного холодно, да. Вот решил зайти, согреться, там, чашечкой кофе. Однако на горячих напитках долго не продержишься. Подстраховаться можно и нужно единственно верным способом, сделав прививки от гриппа. Тем более с этого года Минздрав начинает использовать новую 4-валентную вакцину. Россия является 7-й страной мира, у которой появился этот препарат. Мы уже прививаем пациентов из групп риска с риском более тяжелого течения гриппа. Это больные хроническими заболеваниями, ишемическая болезнь сердца, хронические обструктивные болезни дыхательных путей, это диабет и страдающие ожирением. Это абсолютно новая инновационная вакцина, 4-валентная. Вакцина приходит на замену 3-валентной. Она защищала только от 3 видов гриппа, 2 вирусов типа А и 1 Б. Новый препарат противостоит еще одному штамму Б. Пока в Ингушетию она не поступила полностью на прививки с 4 штаммами, Россия перейдет к 2023 году. Акцент в первую очередь сделали в регионах с высоким миграционным потоком и где наиболее вероятен завоз вируса гриппа. Врачи не устают повторять, чем больше привитых, тем меньше риск развития эпидемии гриппа, а значит и смертельно опасных осложнений. Какие бы заболевания ни были, грозные, с разными наименованиями там, и так далее, а вот по тем осложнениям, которые вызывает грипп, ни одно заболевание сравниться не может. Вот мнение, что, ладно, грипп перенес на ногах, не надо его на ногах переносить, это очень грозное заболевание. И самые серьезные осложнения грипп вызывает на головной мозг, на почки, на другие органы. Людей, желающих привиться, по статистике становится все больше. Только в прошлом году в стране защиту от вируса получили 50 миллионов взрослых и 17 миллионов детей. В Ингушетии с начала сентября в одной Назране привились около 7 тысяч человек. Цифра невысокая, но медики надеются на лучшее. Насчет прививок население уже традиционно разделилось на 2 лагеря. Смотря кому как организму выдержит, то холмохоле. Все, привык ханджерк изгальца. Кошел яхани, ну после моха не бодрил отсюда. А так. А например, ну больницы, лорсо температура, мохалу, у меня проблемы были после этого. Сун бодрил, привык жить бахет ханял. Со школы я помню классов, по-моему, с 4-го. Каждый год вакцинация, уже мимо массикан. Так скажем, где-то с 4 класса массиканту ничего не привыкшь. Так суна, они дикахет привыкшь, они от лазера, лорлужи, хас кердолжу, лазер цац хамас садам ривен, лазер часть цац гриппиш, цац хамар ривен чё. А я погоду же перепады же, муми чё. Мандол сун, ич бахет привык, не сахет сун. Вакцинация против гриппа в Ингушетии должна охватить почти 262 тысячи человек, что составляет около половины населения региона. В группу риска, кому прививка необходима, прежде всего входят медработники, учителя, дети от 3 лет, школьники, беременные и люди с хроническими заболеваниями. На мифы и легенды, которые закидывают в глобальную сеть, врачи советуют не обращать внимания. Вот эти вот ненужные разговоры, использование соцсетей безграмотными людьми, а может иногда и авантюристами, которые просто нацелены на то, чтобы вызвать вот и панику среди населения, и вызвать, ну естественно, если рост гриппа, это идет рост заболеваемости, это много дней нетрудоспособности, это все-таки выбивает из колеи и нарушает общие планы и экономические и так далее. Поэтому это урон серьезный. Я призываю меньше слушать людей, не готовых, не имеющих ни образования, ничего, дилетантов, которые где-то что-то услышали.
Сам себе терапевт – это тоже диагноз, который наблюдается у подавляющего большинства пациентов, невзирая на образование, социальное положение и место жительства. Заглянуть в интернет, посоветоваться с друзьями, коллегами, угадать заболевание и подобрать, казалось бы, подходящее под симптомы лекарства, не задумываясь, к чему это все может привести. Пытаясь лечиться самостоятельно, человек просто загоняет свой организм, а ведь ему и без того тяжело. Мое твердое убеждение – надо пойти к врачу в любом случае. Потому что грипп, не грипп, чем потом лечить осложнения, которые лечить сложно, а иногда и не всегда возможно, поэтому лучше уж сразу обратиться. Это было бы надежнее. Раз уж не сделал вакцину, допустим, заболел, сейчас даже на законодательном уровне ведутся разговоры о том, что вот если человек привился против гриппа, ну и не дай бог заболел, придя к врачу, значит, ему дадут больничный лист, зная, что он привился. Но если в случае самодеятельности «хочу, не хочу», не сделал вакцинацию, гриппом заболел, то могут, конечно, и не оплатить больничный лист. Сделать прививку или нет – выбор каждого, но как бы не прогадать и самое главное – не опоздать. Врачи говорят, готовь сани летом, а прививки от гриппа осенью до начала эпидемии. Зелимхан Калоев, Майрбек Миржоев, Новости 24.